Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня». В студии работает Надежда Саханская. Коротко о главных событиях. Температурный режим – основной фактор. В Алданском районе могут снова перейти на дистанционное обучение. Свежее, обновленное современное здание. Расскажем о перестройке Якутской городской национальной гимназии. Территория образцового содержания. В Нерюнгре прошел конкурс дворов. Качество, которое не поспевает в срок. Наши коллеги расскажут о исполнении региональной программы по капитальному ремонту. От Алании до Якутии в России состоялся чемпионат профессионального мастерства. Глава республики сегодня в рамках рабочей поездки посетил Вилюйский район. В ходе поездки Айсен Николаев осмотрел строящийся объект больничного комплекса, Вилюйскую школу номер 1, в которой завершился первый этап капитального ремонта. Однако основной вопрос рабочего визита – совещание по кормозаготовительной кампании 2022 года с муниципальными образованиями республики. Подробности в следующем сюжете. Сегодня глава республики Айсен Николаев в ходе рабочей поездки посетил больничный комплекс, строящийся в городе Вилюйске. Больничный комплекс возводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Двухэтажное здание с двумя блоками общей площадью около 3000 квадратных метров будет сдано в эксплуатацию в конце этого года. Сейчас поставка идет аукционирование оборудования. Глава перед нами поставил цель и задачу полностью ввести данные объекта в 2022 году. И у нас будет строительство второй очереди. Это радостно слушать от уст главы республики. То, что будет в 2023 будет строительство второй очереди и заканчивается будет в 2025 году. Основной вопрос рабочего визита главы республики – это совещание по кормозаготовительной кампании с муниципальными образованиями республики. Затяжные дожди с большим объемом осадков создали угрозу невыполнения сезонного плана по кормозаготовке во многих улусах, где содержится большинство поголовья коров и лошадей. Я сегодня дал поручение председателю правительства по дополнительному финансированию на покупку комбикормов, по возмещению транспортных расходов, по помощи мобильным бригадам, которые сейчас заготавливают сено. Ну и, конечно же, попросил, чтобы при принятии решения у нас, кроме организованных форм хозяйствования и личные подсобные хозяйства, тоже помощь со стороны правительства республики и муниципальных улусов тоже получили. Также Айсен Сергеевич осмотрел Вилюйскую школу номер 1, в котором завершился первый этап капитального ремонта по программе модернизации школьных систем образования. Кроме того, глава республики посетил сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Сэбюлю», побывал в фирменном магазине, где ведется реализация произведенной молочной и мясной продукции. Рад, что вот и предприятия, которые действуют уже давно, и те, кто возникли относительно недавно, чувствуют себя уверенно. И главное достижение, о котором они мне с гордостью рассказали, то, что круглый год в магазинах Вилюйска сейчас есть уже местная продукция. Раньше такого, к сожалению, здесь не было. Вот. И сейчас уже видны новые формы, и научились делать молоко со сроком хранения 4 месяца, новые виды продукции появляются, новые виды уже сельского производства, такие как вот производство меда, даже клубнику научились выращивать на открытом грунте. Так? Это все говорит о том, что здесь, конечно, люди нацелены на работу. По словам главы республики, самое главное, что есть очень хорошие подходы к будущему развитию района. И это не только просьбы о строительстве социальных объектов. Вилюйский район выдвигает перспективные экономические проекты республиканского масштаба, и их реализация способна помочь всей Западной Якутии. Анна Васильева, Вилюйский улус. 658 случаев заболевания коронавирусной инфекцией обнаружено за последние сутки в Якутии. 70% из них выявлено в Якутске, остальные 30 случаев в районах. Госпитализировано 30 человек. Лечение в стационарах на сегодняшний день проходит чуть более 5% из общего количества больных. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных. Специалисты напоминают, что необходимо вовремя проходить повторную вакцинацию для поддержания устойчивого иммунитета среди населения. Также хочется напомнить, что наступает сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. И поскольку вот этот предстоящий сезон
гриппа и ОРВИ совпадает с продолжающейся эпидемией новой коронавирусной инфекции, очень важно быть привитым от гриппа, поскольку наслоение двух очень серьезных вирусных инфекций может привести к худшему прогнозу. В связи с этим в республике стартует прививочная кампания против гриппа. Ну и сейчас самое время обратиться в поликлинику и привиться от этой грозной инфекции. После 1 сентября алданские школьники могут уйти на дистанционное обучение. Причина кроется не в росте показателей заболеваемости коронавирусом и гриппом, а в температурном режиме в школах. Подробности у наших алданских коллег. В связи с ростом показателей по заболеваемости коронавирусом в республике все чаще проскальзывает информация о переводе школьников на дистанционное обучение. В Алданском районе дистант может появиться по другой причине. Это температурный режим в образовательных учреждениях. На сегодняшний день имеется законное основание приостанавливать учебный процесс при заболеваемости более 20% в группе или классе и 30% в образовательном учреждении. Естественно, мы будем проводить мониторинг заболеваемости среди детей, воспитанников в образовательных учреждениях. А по теплу на сегодняшний день имеется информация, что тепло подойдут только 12 сентября, поэтому не исключено, что образование будет переведено на дистанционный режим в связи с несоответствием температурного режима в образовательном учреждении. Влияют на ситуацию сезонный рост простудных заболеваний и показатели по ковид. Прирост заболевших специалисты отмечают ежедневно. У нас отмечается рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом во всех возрастных группах. На сегодняшний день 4 человека находятся в инфекционном отделении Алданской центральной районной больницы с пневмонией средней степени тяжести. Развернуто 24 ковидных койки. Вакцина против ковида гамковид-вак практически 700 доз уже доставлена дополнительно. Также мы получили 11 тысяч доз вакцины против гриппа, в том числе 3000 доз детской вакцины. Начинаем активную кампанию по вакцинации населения. Напомню, что вакцинация на сегодняшний день является добровольной. На коллективный иммунитет могут повлиять ревакцинация от коронавируса и сезонная вакцинация от гриппа. Необходимая вакцина получена, теперь дело за гражданами. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Тем временем в преддверии Дня знаний устроить День здоровья решили в средней школе номер 5 города Якутска. Несколько специалистов из Якутской республиканской клинической больницы прямо в классах провели медосмотр для педагогов перед началом учебного года. На обследование заглянул наш коллега Александр Хавренко. Уже несколько лет дважды в год в стенах школы собираются узконаправленные медицинские специалисты, чтобы провести медосмотр преподавателей. Пятая школа является подшефным учреждением у Якутской республиканской клинической больницы, специалисты которой и ведут прием. Здесь у нас 6 узких специальностей ведут приемы. Это как гастроэнтеролог, пульмонолог, эндокринолог, офтальмолог, терапевт. И все востребованные узкие специальности, которые иногда в поликлиниках нету таких специальностей, на очередь стоят. Вот мы здесь на месте, рабочем месте мы проводим медосмотр. После нашего осмотра наши доктора дают рекомендации или в поликлинике обследоваться, или мы, если тяжелые какие-то мы находим, мы приглашаем в свой стационар. Директор школы не скрывает радости от того, что перед началом учебного года у коллектива есть прекрасная возможность позаботиться о своем здоровье. Сегодня перед Днем знаний в пятой школе праздник, День здоровья. Все наши работники, педагоги проходят медосмотр, сдают анализы. И мы уже узнаем свои результаты, состояние здоровья. Вот, если у кого-то где-то прохудилось, то пойдем дальше обследоваться. И это дает нам уверенность в силах, чтобы начать новый учебный год. Работа учителя связана со множеством факторов, неблагоприятных для здоровья. Большие физические и эмоциональные нагрузки, стрессы, и не всегда хватает времени на хождение по больницам. Поэтому подобные медосмотры – отличное решение. Конечно, очень удобно. Мы, например, проходим все обследования, узнаем, что у нас как. По нашим описаниям они нам дают направление. И также пользуются многие мои коллеги, они пользуются этими услугами. Некоторые даже какие-то подозрения по их рассказам устанавливаются, и они идут к своему участковому врачу через терапевта и проходят лечение.
Как известно, здоровье не купишь ни за какие деньги, поэтому важно узнать о проблемах как можно раньше и также раньше начать их лечение. Ведь хороший учитель – здоровый учитель. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск. Новый, современный, лаконичный учебный год школьники Якутской городской национальной гимназии будут встречать в обновленном здании. За лето в школе проведен капитальный ремонт по федеральной программе на сумму в 96 миллионов рублей. О том, как преобразилось образовательное учреждение и что об этом думают ученики и родители, смотрите в сюжете Светланы Амосовой. Первый раз в первый класс. Вот-вот 7-летний Андриан станет школьником и ежедневно будет ходить сюда на занятия. Перед торжественной линейкой первоклассников позвали на репетицию. Но пока одноклассники собираются, мальчик с азартом играет с мамой в шахматы. Я очень рад пойти в школу. Мне очень понравилось, что в моей школе есть большая доска шахматная. В этой же школе учится и его старшая сестра. Поэтому родители в приятном восторге от проведенных работ. Мы очень рады, что наша школа в этом году, в нашей школе прошел ремонт. Такой классный, вообще такой светлый, просторный стал. Ремонт здания был начат еще в мае. За 4 месяца гимназия полностью преобразилась. Актовый зал, фойе, коридоры и кабинеты оформлены в едином современном национальном стиле. В разработке проекта дизайна принимали участие родительские и ученические комитеты, поэтому все пожелания самих школьников были учтены. Наше здание 2006 года постройки. Прошло 16 лет, за это не было ни одного ремонта. Но я думаю, красивая среда – это и есть результаты детей, отличные результаты. У них будет мотивация и будут у них успехи. Сейчас подводятся последние штрихи. Мастер достраивает якутский камелек, сотрудники проводят генеральную уборку помещений. Вместе с косметическим ремонтом обновлена и мебель во всех классах. Для школьников закуплено свыше 300 парт и 500 стульев. Всего на перевооружение выделено 11 миллионов рублей. Также полностью оснащены кабинеты химии и информатики. Не без внимания оказалась и учительская. Шкафы, полки и столы для проверки тетрадей. Организованы все условия для комфортной работы. Завтра мы принимаем первый класс 34 ученика. У меня будет мальчиков 21 и девочек 13. Мы готовы, мы с родителями уже все познакомились, с нетерпением ждем завтрашнего дня. 1 сентября через порог гимназии переступят 124 первоклассника. Всего в этом учебном году в ЕГНГ будет обучаться более 1300 детей. Все они будут получать знания уже в свежем, обновленном и в современном здании. Светлана Амосова, Георгий Григорьев, Якутск. А студенты Северо-Восточного федерального университета начали заселяться в общежитие. Для старших курсов заселение началось с 25 августа, а первокурсники заселились на 5 дней позже. О том, сколько жилых мест в этом году выделено для студентов и какие правила устанавливают общежития для учащихся, смотрите в следующем материале. Заселение в общежитие – это всегда волнительный, ответственный момент в жизни студента, ведь он получает не только крышу над головой на ближайшие несколько лет, но и пространство для жизни, учебы и творчества. Всего в университете 14 объектов проживания, предназначенных для студентов, и более 5500 койко-мест. В летний период был проведен плановый ремонт общежития, отделочные работы, локальный ремонт кровли, замена входных групп. Помимо этого продолжается работа по утеплению температурных швов определенных общежитий. Конечно же, в первую очередь заселяются дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды первой и второй группы с детства, ветераны боевых действий, перенесшие лучевую болезнь, ну и дальше по социальным категориям, например, многодетная малоимущая семья с одним родителем и так по убывающей. В 66-м корпусе в блоке «Б» проживают студенты юридического факультета, юридического колледжа, геолого-разведочного факультета и финансово-экономического института. Из 700 мест 180 выделено первокурсникам. Помимо этого 45 мест определили для слушателей дополнительного образования. Год при заселении студента проходит медосмотр, и по договору они заселяются сразу в общежитие, подходят и проходят инструктаж. А первокурсники с новым договором, с медосмотром подходят на заселение. И оплату производят онлайн.
Студентка второго курса Катерина Никифорова поделилась своими впечатлениями, рассказала про удобство общежития и насколько хорошо и удобно жить вместе с однокурсниками. Да, очень интересно. Тут есть все условия, которые нужны студенту. Есть холодильники, плиты, все, что необходимое. И тут есть... Ты живешь с друзьями, общаешься, и ты студенческой жизни привыкаешь. По правилам внутреннего распорядка студенты после 11 вечера не должны выходить за пределы общежития до 7 утра. Работающие студенты предоставляют справки с места работы. Лидия Гасанбалаева, Григорий Охлопков, Якутск. Управлению материально-технического снабжения «Алроса» 65 лет. В честь знаменательной даты снабженцы высадили 56 молодых саженцев. Для этого администрация города предоставила территорию на Вилюйском кольце. Сотрудники управления высадили 3 вида растений – черемуху, ель и сосну. В мероприятии также участвовали члены народного актива и главный архитектор Якутии Ирина Алексеева. Согласовали с лесничеством выкопку саженцев, взяли их, так скажем, уже рядом с городом для того, чтобы они максимально хорошо прижились, и у них была, так скажем, почва своя, родная. А черемуху мы привезли, это специальные саженцы, которые мы заказывали для того, чтобы они здесь росли. Это саженцы предназначены для крайнего севера. Каждый год городская администрация Нерюнгри объявляет конкурс под названием «Лучшее благоустройство и озеленение придомовой территории». В этот раз были заявлены 2 номинации – «Двор образцового содержания» и «Лучшая управляющая организация». По первой номинации из 4 участников определили победителя. В качестве приза – знаковая табличка и подарочный сертификат на сумму в 100 тысяч рублей. Дому номер 27/1 по улице Дружбы народов присвоено звание победителя конкурса. И эта победа заслужена. Благоустроенная детская площадка, высаженные цветы, ухоженные подъезды. И все это благодаря усилиям неравнодушных жильцов. Жильцы дома по мере возможности принимают участие. Все помогают. Жильцы вообще дома очень хорошие у нас. Очень хорошие, добросовестные, ответственные. Всегда относятся ко всему с пониманием. В этом дворе, кажется, продумано все. Игровые зоны, поручни для людей с ограниченными возможностями здоровья, пандусы и необыкновенные цветники. Такая велосипедная сетка единственная в городе. У каждого владельца имеются свои собственные ключи. Это позволяет сохранять чистоту в подъездах, а также обеспечивает безопасность транспортного средства. Участники конкурса отмечают, что прилагают усилия не ради победы, а для того, чтобы их дом и двор радовали глаз. Первое, что критерий, самое главное, участие всех жителей, чтобы понимали участие. Потом содержание норм и правил, чтобы у них были, благоустройство. И самый главный пункт – это озеленение. Остальных участников конкурса члены жюри не оставили без внимания. Тех, кто принимал участие, а всего было 23 человека, отметили как активных жителей и выразили благодарность за неравнодушное отношение и вклад в благоустройство города. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Между тем, в столице республики в рамках исполнения региональной программы по капитальному ремонту ведутся активные работы по улице Каландаришвили. Процесс работы проверил министр ЖКХ Якутии Вячеслав Емельянов. Насколько готовы дома для сдачи, расскажет Галина Чекурова. С 2013 года в республике ввели региональный проект по капитальному ремонту многоквартирных домов. До 2051 года запланировано провести ремонт более чем 3500 домов. Проект включает ремонт конструктивных элементов дома, а именно ремонт фасадов, кровли, подвалов, инженерных систем, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, а также лифтов. Ход работы на 3 домах улицы Каландарашвили проверил министр ЖКХ Вячеслав Емельянов. На текущий момент, процент выполнения работ составляет порядка 55%. Это, к сожалению, большое отставание. Сроки по контрактам
значит, были определены 31 августа, то есть сегодня, да, и, как мы все знаем, с 5 числа начнется отопительный сезон на территории городского округа города Якутск, в соответствии с распоряжением главы городского округа. Ну и на текущий момент данный дом не готов. В этих домах провели работы по утеплению, покраске фасадов. Стоит отметить, что с момента строительства объектов работы по капитальному ремонту еще не проводились. Гарантийный срок 5-летний для всех подрядчиков, для всех видов работ. Все за этим блюдят, соблюдают. И хочу сказать, что качество производства работ, оно становится все выше, выше, выше. Практически за последние годы обращений по гарантийной эксплуатации к нам очень редко поступает. Одним из основных замечаний министра является отсутствие возможности сдать дома в назначенный срок. По поводу Каландрашвили 40/5 по теплу, значит, возникли небольшие проблемы касательно того, что собственники неохотно, значит, отдают доступ в свои квартиры. Они это, значит, обуславливают тем, что мы, как заказчики или наши подрядчики, меняют трубы не на пластик, а на металл. Несмотря на имеющиеся трудности, подрядчики планируют закончить капитальный ремонт 3 домов к 15 сентября. Галина Чекурова, Артем Алексеев, Якутск. В городах Хардон и Владикавказ Республики Северная Осетия и Алания состоялся межрегиональный матчевый чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» в рамках образовательного проекта «От А до Я. От Алании до Якутии». На протяжении 3 соревновательных дней конкурсанты из Якутии, Северной Осетии и Алании не только состязались в профессиональном мастерстве, но и делились своим опытом. Стоит отметить, что в таком нетрадиционном формате чемпионат «Молодые профессионалы» проходит впервые. По итогам соревнований сборная команда нашей республики выиграла 4 золотых медали. Отличие нашего матчевого чемпионата было в том, что ежедневно наши и соревнующиеся, и эксперты знали, на каком они месте сейчас идут, да, вот какие у них баллы, и могли прямо на соревновании сделать то или иное по модулям, задания, которые были даны действительно нужные, полезные для какой-то либо организации. Для тех, кто хочет восполнить детскую нехватку материнской любви, вернуть себе базовое чувство доверия к миру и людям, исцелить глубокие травмы отверженности, в республике предлагают новый метод практики добаюкивания. Психолог с 19-летним стажем Валентина Алексеева считает, что этот метод окажется полезен не только тем, кто испытывает обиду к родителям, но и всем людям. О том, что кроется в этой методике, узнавала Мария Кардашевская. Валентина Алексеева – опытный психотерапевт. За ее плечами более 10 лет работы в психоневрологическом диспансере и частных клиниках столицы. Сейчас у нее свой кабинет. Специалист прошла обучение по новой авторской методике добаюкивания. Суть метода заключается в том, чтобы человек заново прожил все ключевые моменты детства, начиная с нахождения в утробе матери и до возраста, когда формируется отношение ребенка к миру через взаимоотношения с родителями. При этом он должен испытать положительные эмоции. В практике участники делятся на роли ребенка, мамы и папы. Первый этап – это тогда, когда человек ложится в гамак. Это называется внутриутробный этап. И там создается такое чувство невесомости, ощущение утробы, что человек находится в животе у мамы. Звучит очень специфическая музыка, которая имитирует такое, знаете, движение кишечника, урчание кишечника, как будто легкие дышат. Ну и, понятно, звук сердца, ударов сердца. Очень специфическая музыка звучит. И где-то в течение часа человек находится в гамаке. В это время человек, который играет роль его мамы, он может просто сидеть рядом, может просто качать, может трогать руками, может еще что-то, просто поглаживать. Затем человек проходит этапы рождения, пеленания и первых шагов. Специалист считает, что добаюкивание нужно проходить не только людям с психологическими травмами, но и всем здоровым людям. Она признается, что и сама посещала добаюкивание. Многие есть люди, у которых есть хорошая какая-нибудь бизнес-идея, а они, например, этого не делают из-за каких-то внутренних страхов, например, да. Может быть такое ощущение, что, например, люди ко мне плохо относятся, например, или там мне все завидуют, или там, не знаю,
не хотят, например, меня, там, чтобы я приходила, там еще что-то. Если вот такие состояния есть, то точно надо добаюкиваться. Это история про то, что можно дополучить и уже не быть в дефиците. И начать уже делать в жизни то вообще, чего ты хочешь. В скором времени врач планирует открыть дом добаюкивания, где сможет принимать всех желающих. Мария Кардашевская, Григорий Хлопков, Якутск. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. До встречи в эфире.